эфире Якутия-24. Самое масштабное в России и СНГ мероприятие по поиску инновационных проектов Open Innovation Startup Tour открылось в Якутске. Сегодня и завтра инноваторы Дальнего Востока представят свои проекты экспертам фонда Сколково. 3 проекта на стартап-туре представляет технопарк «Русский», открытый в 2017 году в Дальневосточном федеральном университете. Сегодня у нас в гостях директор технопарка «Русский» Дмитрий Боровиков. Дмитрий Эдуардович, здравствуйте. Технопарк «Русский» открылся больше года назад. Сегодня на стартап-туре будет представлено 3 ваших проекта. Расскажите о них. Здравствуйте. Действительно, технопарку «Русский» уже 1,5 года. Намного больше, чем 3 проекта принимало участие в отборе. 3 прошли. Это проект Flame Lab, специальное твердотелое горелочное устройство, особенно актуальное, мне кажется, для якутских морозов. Затем у нас 2 IT-проекта. Один SmartWall. Ребята делают разработки VR для обучения программированию детей. И еще один проект просто AI. Это ребята занимаются искусственным интеллектом, автоматизацией бизнес-процессов, обучением через использование нейросетей. В общем, очень трендовая тема. А вообще вот в технопарке у вас много ли развивается новых каких-то проектов, создается, которые именно вот будут действенны на территории, где очень холодно, в крайнем севере, для нас, для якутян актуальных? У нас есть действительно несколько энергетических проектов. Сегодня в том числе пройдут переговоры венчурной компании Якутии, и в том числе мы привезли опытный образец, и будет проводиться демонстрация работы этого прибора. Мы очень вдохновлены и ожидаем, что будет развитие сотрудничества по этому направлению. Но этот проект не попал в конкурсную программу? Попал, он здесь. Вышел в полуфинал. Костя Цой, компания Flame Lab, наш резидент, сегодня будет представлен, кроме участия в стартап-туре. В том числе здесь мы познакомились на ВЭФе с представителями венчурной компании Якутии. Сегодня запланированы дополнительные переговоры. Мы знаем, что команда технопарка Якутия работала совместно с вами над разработкой стратегии развития технопарка «Русский». А вот как сейчас развивается сотрудничество? Да, это действительно так. Когда мы пытались понять, как именно должен развиваться технопарк «Русский», мы спрашивали у всех, кто нам может посоветовать, и путем рекомендаций мы вышли на технопарк Якутия. Нам порекомендовали именно как людей, которые в непростых дальневосточных условиях смогли создать действующую рабочую бизнес-модель. И мы не стесняемся, мы учимся. На текущий момент мы обмениваемся информацией, делаем некоторые совместные мероприятия, стараемся друг друга поддерживать. В основном, конечно, я обращаюсь часто за советом, сейчас уже к министру Анатолию Аскалоновичу, тогда он был директором технопарка, поэтому мы дружим. И действительно, технопарк Якутия был первый технопарк на Дальнем Востоке, поэтому очень здорово, что кто-то уже успел проторить тропинку до нас. Нам, конечно, в этом плане немножко полегче. А сколько у вас резидентов? Сейчас у нас 65 компаний, это высокотехнологичные проекты в целом со всего Дальнего Востока, есть несколько даже с западной части России. Ожидаем, что в ближайшее время количество резидентов прибавится, потому что у нас сейчас идет отбор в акселерационную программу и достаточно много заявок. А какие условия вы создаете для резидентов? Основные условия – это создание среды, то есть остров Русский является такой площадкой коммуникации со всеми федеральными институтами развития, с нашими зарубежными партнерами. То есть ключевые условия – это оперативно иметь доступ к информации, также, безусловно, развитие инноваций невозможно без доступа к финансированию. Мы стараемся выстраивать отношения с бизнес-ангелами, с частными, с институциональными инвесторами. И, конечно, это создание такой доброжелательной, энергичной среды для предпринимателей, креативной, чтобы могли создаваться новые продукты. В технологическом бизнесе по-другому невозможно. А с такими условиями насколько резиденты охотно идут в технопарк? На самом деле, так как проектов на Дальнем Востоке немного, а институтов развития, которые качественно способны помогать, еще меньше, интерес к нашей деятельности достаточно большой. И сейчас мы выстраиваем работу, чтобы первый блок наших резидентов, он получил настоящую пользу, поделился со своими друзьями, знакомыми, чтобы мы могли заработать правильную репутацию для того, чтобы проекты еще с большим доверием шли к нам. Дмитрий Эдуардович, наверняка
наверняка изначально проектов, которые рождаются, да, вот появился замысел, какой-то их гораздо больше, да, которые, нежели тех, которые воплощаются. Вот какова, наверное, вот цифра их, если, может быть, в процентном соотношении, если об этом можно говорить, реализуются, либо близки к реализации в будущем? Мы на самом деле не работаем плотно с проектами совсем ранней стадии, которые находятся на уровне идеи. У нас есть отдельная студенческая программа для этого, но в технопарк попадают уже проекты, у которых есть прототип, либо уже есть первые продажи, либо уже идет бизнес. То есть мы сразу работали с проектами чуть более поздней стадии, хотя они тоже все находятся в целом на начальном этапе, являются стартапами. Поэтому, конечно, идей намного больше, чем проектов, которые выходят на стадию реализации, но мы все-таки сконцентрированы уже с теми проектами, у которых есть наработки, есть как минимум прототип, поэтому вот все резиденты, это никто из них не находится на стадии просто идеи. Не с нуля, да, начинают? Ну вот вчера в Якутске прошел отбор в программу B8 Фонда развития инноваций республики. Пока это единственный акселератор на Дальнем Востоке. А есть ли у вас какие-то планы по запуску собственной программы поддержки? Да, здесь бы я хотел уже вас немножко поправить. Акселератор B8, B8, он первый дальневосточный акселератор, но уже не единственный. Чуть позже, в январе этого года, мы запустили свой собственный акселератор. И у нас сейчас продолжается еще прием заявок. До конца марта будет он идти на сайте технопарка «Русский». Можно подать заявку и попасть в нашу акселерационную программу. Она несколько отличается, у нас немножко другой формат, но в целом акселерационных программ уже как минимум 2 на Дальнем Востоке. А открыт ли технопарк «Русский» для компаний из других регионов? Да, открыт. Мы сконцентрированы по понятным причинам на Приморском крае. У нас есть точка присутствия и некое физическое пространство в Хабаровске. И исторически у нас так сложилось, достаточно много резидентов оттуда. Но в целом мы сейчас создаем условия, в том числе по проживанию на нашем красивом острове, на территории новейшего кампуса университета, для того, чтобы предприниматели могли приезжать, в том числе жить, и у нас даже есть вот 2 резидента из Якутии, одна из них компания Ексtar, ребята делают IT-продукт для образовательных учреждений, поэтому, конечно, мы открыты, но все-таки так получилось, расстояния достаточно далекие, и, наверное, 70% это все-таки компании Приморского края. Ну вот вы уже сказали, что вы сотрудничаете и с технопарком Якутия, то есть продолжается сотрудничество. А есть ли у вас какие-то другие направления сотрудничества с другими технопарками или, может быть, планы какие-то в дальнейшем? Мы на самом деле общаемся практически со всеми технопарками по стране. Мы вместе с технопарком Якутия и еще с несколькими лучшими технопарками России входим в ассоциацию азиатских технопарков. Безусловно, мы общаемся, обмениваемся опытом. Не так много живых технопарков, поэтому мы находимся в тесном контакте, стараемся учитывать опыт, успехи и неудачи других проектов. У нас достаточно узкая компания, поэтому стараемся со всеми коммуницировать, делиться своим опытом, но мы пока больше, наоборот, наблюдаем за наработками наших коллег и стараемся подсматривать где-то модели. Перенимаете лучший опыт, как так говорится. Точно. Ну, инновационное предпринимательство – это достаточно сложный бизнес. А какими все-таки качествами должен обладать инноватор? Вы правы, как и классическое предпринимательство, это непросто. Инноватор, на мой взгляд, должен обладать прежде всего огромным желанием, несмотря ни на что, дойти до работающей модели своего бизнеса. И это, конечно, настойчивость. С другой стороны, это очень высокая креативность. Третий фактор – высокая гибкость, потому что приходится работать с разработчиками, сотрудниками, с инвесторами, с разными партнерами, с клиентами. То есть в целом это очень такой гибкий менталитет, когда люди готовы слышать обратную связь, готовы меняться. И, конечно, это настойчивость, когда ты, несмотря ни на что, несмотря на все неудачи, а в бизнесе без этого не бывает, готов вопреки всему идти к своей цели для того, чтобы создать работающую модель, заработать денег для себя, для своей семьи, для реализации своих целей, замыслов, принести пользу этому миру. Поэтому, прежде всего, мне кажется, это такое внутреннее горение. Внутренний стержень должен быть. Именно так. По вашему мнению, необходима ли помощь государства для развития инвестиционного предпринимательства?
Безусловно, помощь государства, на мой взгляд, необходима, но скорее в создании правильной среды и минимизации барьеров. Плюс инновационное предпринимательство невозможно без доступа к финансированию. И так как у нас не так развит рынок пока частных инвесторов, государственные деньги в виде грамотных продуктов, какие, например, есть в Фонде содействия инновациям, фонд Бортника, какие есть в фонде Сколково, но их нужно намного больше. У нас заработал Дальневосточный фонд высоких технологий. У нас, к сожалению, пока нет нашего регионального инструмента по финансированию, но доступ к ресурсам, он необходим. Специальной поддержки, я считаю, прям, бегать за предпринимателями, поддерживать их всячески, это, конечно, на мой взгляд, иллюзия, и предприниматели, наоборот, это те люди, которые сами делают продукт, и поддерживать, я считаю, нужно только сильных, которые в конкурентной борьбе уже продемонстрировали, что они способны делать продукт, и для таких поддержка государства может быть полезна в том плане, что тогда происходит синергия и получается намного больше. Но в целом я смотрю, чтобы в эту сторону таким образом, чтобы просто не мешать. Ну и, конечно, создавать правильную атмосферу, условия, когда стремление к предпринимательству поощряется, когда в целом создается правильная такая предпринимательская философия у наших граждан и в семье, когда люди понимают, что людей надо поддерживать, а не отговаривать от реализации новых проектов. Дмитрий Эдуардович, мы уже сказали, что сегодня в Якутске открывается стартап-тур. Вот чего лично вы ожидаете от этого мероприятия? Я, безусловно, приехал поддержать наших резидентов. Второе для меня, прежде всего, стартап-тур – это площадка коммуникации с моими друзьями, с моими старшими товарищами. Приедут и эксперты со всей России, из зарубежья, партнеры с фонда Сколково. Поэтому я рассчитываю сегодня пообщаться, обсудить текущие дела со всеми партнерами. Тут такая дальневосточная, настоящая, можно сказать, даже всероссийская тусовка, очень правильная. Ну и, конечно, рассчитываю, что наши проекты смогут достойно представить технопарк и побороться за выход в финал, ну и, собственно, за победу на текущем этапе. Дмитрий Эдуардович, огромное спасибо за интересную беседу, удачи и дальнейших успехов. Спасибо вам. Это было актуальное интервью с гостем студии, директором технопарка «Русский». Мы говорили о проектах, которые представляют инноваторы в рамках Open Innovation Startup Tour.